Я бы еще тоже просто хотел напомнить вашим зрителям, что 10 лет назад задержали не только начальство партии, а также даже их адвокатов. Например, в этом месяце ровно 10 лет, как задержали в Таджикистане адвоката Бузургмера Yorova. Ему тоже дали ужасно долгие сроки. Содержали практически все начальство партии, и также после этого, как мы знаем, сотни членов партии также содержали, посадили в тюрьму. Не только членов партии, а также кто поддерживает партию, кто симпатизирует с партией, кто лайкнул пост от какого-то члена партии в соцсетях. Таких кейсов тоже очень много. В основном сотни кейсов политического заключения в Таджикистане сегодня. Но более символистическими кейсами, конечно, стали содержание и заключение адвокатов и начальство партии, так как содерживая лидерство партии, таджикские власти просто так за ночь уничтожали все иллюзии, что это в Таджикистане есть какая-то демократия. И сейчас после этого не существует политической оппозиции в Таджикистане. Хотя несколько лет назад в Таджикистане была самая организованная и большая политическая оппозиция во всей Центральной Азии. И ситуация выглядела совсем по-другому. А вот в течение очень короткого времени власти все это просто уничтожали. И сейчас ситуация прям ужасная в партии, как вы говорили, там дал даже пожизненные сроки людям просто за то, что они мирно занимались политикой. Я думаю, ну, ваши зрители, конечно, хорошо знают, но публика на Западе мало знают про Таджикистан и вообще не могут представить себе, какая там ужасная ситуация насчет прав человека на самом деле. Это одно, конечно, это касается вашего вопроса тоже. На Западе, к сожалению, мало знают. Надо об этом писать, надо донести до западной аудитории, какая ситуация в Таджикистане и почему это и для Запада важно. Это одно. И вы правильно говорили, что было много резолюций, высказываний, заявлений и так далее в сторону таджикских властей. И от Евросоюзов, и от американцев, и от разных других демократических стран. И от, да, вы перечисляли этот United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Это все, конечно, очень хорошо. Очень хорошо, мы очень рады видеть такое, но в основном все эти заявления, резолюции, это в основном слова. А можно же и нужно добавить вес к этим словам. Давно пора, мы считаем, ввести санкции, например, против ключевых госчиновников Таджикистана, которые виновны в грубейших нарушениях прав человека. Как минимум, это, наверное, должно выглядеть в формате Магнитского. То есть санкции против ключевых высокопоставленных таджикских госчиновников, которые как или иначе отвечают которые как или иначе несет ответственность за все эти ужасные правонарушения. И речь идет не только о заключении оппозиции и адвокатов, и правозащитников. Речь идет о том, что случилось, например, в Памире, то есть в Горном Бадахшане пару лет назад. Там ужасная ситуация тоже. Так что, если просто двумя словами, то ответ на ваш вопрос – это то, что нужно добавить вес к этим словам. В Таджикистане есть, можно сказать, несчастливое положение, что страна находится довольно далеко, например, от европейцев, а Беларусь находится прямо рядом. И что происходит в Беларуси, имеет влияние на то, что происходит в Европе.
И, к сожалению, европейские политики, им легче игнорировать то, что происходит в Таджикистане. Наша задача также в том, чтобы убедить европейцев, что Таджикистан и развитие в Таджикистане это также важно для европейцев. Я не буду сейчас говорить про американцев, потому что ситуация сейчас немного другое, но надо, конечно, работать, имея в виду американцев тоже. Но, например, вы же знаете, что раньше в этом году была отправлена так называемая коммуникация в МУС насчет Таджикистана. Да. Вот это важная работа, например. И эта работа ведется сейчас. И надеемся, что после этого будет отправлена официальная жалоба со стороны одной страны, которая входит в МУС, то есть в Международный уголовный суд. И так что я не считаю, что все так мрачно, или я не считаю, что прогресса нет. И следует тоже иметь в виду, например, когда мы же говорили про Магнитского, это был довольно долгий прогресс тоже, чтобы вообще ввели санкции против тех, кто убивал Магнитского. Это было много лет тоже. Вот, к сожалению, такие дела делаются долго. Но единственное нам делать, это продолжить работу.